Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы представляем вам уроки по гимнастике. Рассмотрим отдельные элементы акробатического упражнения, чтобы повысить качество выполнения упражнений, также технику исполнения элементов и практические задания, которые включены в программу Олимпиады среди школьников. Урок представляет доцент кафедры теории и методики физического воспитания и спорта Имамова Рима Мухаметовна, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан. Представляю вам участников сегодняшнего урока. Алексеева Алена, кандидат мастера спорта по спортивной акробатике, студентка Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Алексеева Валерия, кандидат мастера спорта по спортивной акробатике, учащаяся 5 класса. Миронова Антонина, студентка 2 курса Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Для выполнения элементов мы с вами сейчас маты развернем параллельно друг другу. Разворачиваем. И встанем на начало мата. На начало. Первый элемент равновесия выполняется шагом вперед, встать на одну, руки в стороны, держать. Удержание всегда должно быть 2 секунды. То есть мы про себя должны просчитать 21, 22. Можно на правой или на левой. Удержание 21, 22. Нога должна быть выше горизонта, то есть выше обязательно на 90 градусов. Следующее равновесие у нас называется фронтальное, когда мы руки в стороны, нога идет параллельно полу, тоже 90 градусов. Выполняем. Шага выполняем или стоя на месте. Руки в стороны. Удержать равновесие также обязательно 2 секунды. Хорошо. Это фронтальное равновесие. Фронтальное равновесие с захватом. Захват происходит за голеностоп, сохраняя равновесие, удержание на 2 секунды. Можно. Начинать можно снизу. Удержание также 21, 22. Выполнение элемента обязательно так, что удобно ребенку, с какой ноги, с левой, с правой. Обычно в практическом задании по гимнастике это не указывается. Далее мы с вами выполняем равновесие. Оно называется боковое. Боковое равновесие выполняется, когда мы делаем его с наклоном в сторону. Тоже выполняется или влево, или вправо. Можно. Шаг. Рука идет в сторону. Подъем ноги. Удержание. 21, 22. Стараемся сохранить равновесие, приставляя ногу. Возвращаемся в исходное положение. Вот эти равновесия, которые обычно рассматриваются в практическом материале. Дальше мы переходим с вами к кувырку вперед. Кувырок вперед выполняется. Первый кувырок обычно в группировке. Выполняется из положения упор-присев, кувырок вперед в группировке и прийти в положение упор-присев. Хорошо. Возвращаемся на начало мата. Далее. Исходное положение упор-присев, кувырок вперед. Кувырок вперед у нас выполняется с прямыми ногами. Тоже приходите в положение упор-присев. Можно. С прямыми. Выпрямляя ноги и в упор-присев. Встаем. Следующий кувырок – кувырок прыжком. Он обязательно выполняется из положения старт пловца. Я попрошу участников урока выполнить по очереди этот кувырок. Выполняем старт пловца. Алена, старт пловца. Тянемся вперед и приземление опять же положение упор-присев. Валерия, ножки сгибаем и тянемся вперед и в упор-присев. Пальцы не ставим, всегда должна быть ладонь. Здесь тоже тянемся вперед. Группировку потеряли. Группировка должна быть всегда обязательно. Дальше следующий элемент, который мы выполняем, это кувырок назад. Поворачиваемся спиной к матам. Упор-присев. Упор-присев. Я попрошу Алену выполнить элемент этот со своей сестренкой, и чтобы он был у них показан на то, что как выполняется именно кувырок и какая происходит страховка. Страховка обязательно под шейный отдел и под бедро. Выполняем. Кувырок назад. И приходит положение упор-присев.
Следующий элемент, тот же кувырок назад, но только в упор стоя, согнувшись. Через прямые ноги приходишь в упор стоя, согнувшись. Рукой назад. Упор стоя и руки вверх не забываем. Повторим элемент. Угу. Можно только один. И встать, руки вверх. Тоже постараемся сделать так, чтобы ноги были вместе и прийти в положение именно стойки, показать упор обязательно. Дальше мы с вами усложняем элементы, которые входят в программу. Это кувырок назад через стойку на руках. Сейчас ты через стойку на руках пойдешь. Упор присев, кувырок назад, руки ставим, страховка за голеностоп и обязательно за одну ногу страхуем, за две ноги страховать нельзя. Можно повторить этот элемент? Частота выполнения. И спокойно опускаем. Стойка на руках и кувырок вперед. Я с тобой выполню. То есть выполнение из положения, исходное положение, руки вверх. Руки вверх. Шагом вперед, стойка на руках. Угу. Выходи, выходи. Сгибаем руки, голова на грудь, группировка. И выходим в положение упор, присев. Еще раз. Махрище сделай. Хорошо. Не прогибайся. Нет, рано согнула ноги. И положение упор, присев. Выполним еще раз. Не прогибайся. Голову на грудь. Не сгибай ноги. Сгибай руки. Ноги. И в упор, присев. Страховку старайся. Руками чуть дальше потянемся. Все, достаточно. Кувырок вперед, согнувшись. Встать. Выполняется из положения руки вверх, стойка руки вверх. Делаем стойку на руках. И через прямые ноги, кувырок вперед. И через прямые поднимаемся. Еще раз можно. Дело в том, что когда мы выполняем страховку, здесь обязательно, значит, у нас идет подъем под спину и под плечо ребенка. А ребенка задача поставить пяточки и через перекат, через пятки на носки поднять себя в стойку. Выполнение. Да, все. Ну и все те элементы, которые мы сейчас с вами рассмотрели, это для выполнения равновесия, выполнения кувырков. Спасибо.